В Национальном центре онкологии и гематологии многолюдно. Пациентов, страдающих опасным заболеванием, для 6-миллионного Кыргызстана много. Статистика заболеваемости по стране ужасает. Методы лечения меняются, медицинская аппаратура устаревает. Онкологический центр в ожидании нового линейного ускорителя. Вообще у нас на учете состоят по республике около 26 тысяч больных. Впрочем, новый аппарат лучевой терапии, так называемый линейный ускоритель, в центр уже поступил, но пока жизненно важный аппарат еще не используется, а появился он в 2017 году. Центера Голд согласилась выделить $10 миллионов на поддержку онкологической службы, в том числе и на приобретение линейного ускорителя, в обмен на то, что правительство страны откажется от иска о нанесении экологического ущерба золотодобывающей компанией. Но что касается линейного ускорителя, у нас было выделены деньги Кумтором, это было в 2017 году. Вот у нас дирекция этим занималась отдельно, значит, и тендеры все провели, бункер построили. И вот сейчас аппарат уже привезли на хранение. Сейчас при окончании, когда завершится работа с бункером, там еще, значит, его будут устанавливать, мониторить. К многочисленным проблемам в центре прибавилась еще одна. Еще один жизненно важный аппарат для лечения рака снова сломался в ноябре прошлого года. Женщина отправляет за рубеж. Срок гарантийного обслуживания закончился, поэтому за ремонт необходимо платить. Правительство средства выделило. Мы объявили перед Новым годом тендер. Но организации, которая бы устроила нас, не оказалось. Раньше аппарат обслуживали специалисты из Москвы. Сейчас должны проводить второй тендер. Ждем. В этом здании установлен аппарат Бабатрон-2. Это дистанционный гамма-терапевтический аппарат, предназначенный для проведения лучевой терапии злокачественных новообразований. Он также часто выходит из строя, у здания образуются большие очереди из пациентов. Да, у нас, значит, с оборудованием немножко проблемы есть. Это не в этом году возникла эта проблема. Это, значит, аппараты для дистанционного облучения, это аппараты для брахиотерапии, то есть для внутриполостного облучения. Вот, это и диагностические аппараты, которые есть. Сотрудники Национального центра онкологии лишь разводят руками. Техника отслужила свой срок эксплуатации. Необходима срочная замена. Здесь уже как 2 дня очереди. Сюда приходят и мужчины с челюстного отделения. Стоим на улице. Один туалет на всех. Врачи говорят, не ходите туда. Это хорошо, что потеплело. А тогда приходится на улице стоять. Аппарат этот у нас один сейчас на всю страну. Естественно, этих аппаратов недостаточно. По минимальным расчетам нам нужно на всю страну минимум 13 радиационных таких облучателей. Между тем, пациенты на лечение вынуждены, если на это есть деньги, ехать за границу. В большинстве своем многим это попросту не по карману. Бахтыгул Чуманов, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.